Цены на продовольствие растут и делают это стабильно. На фоне этого на рынках ажиотаж. Каждый пытается побольше запастись. Хотя в данном случае непонятно, то ли этот самый ажиотаж повысил цены, то ли наоборот. Работники Назрановской мэрии проверяют самую экономичную торговую площадку города. Склад рядом с рынком. Диалог идет с руководством торговой точки. Какие продукты проблемные? Самые проблемные продукты это сейчас на данный момент сахар, макароны, сыпучие. Недели уже полторы, как это стоит, да? Да. А меняются цены? Меняется. Сначала было 30% примерно. То есть рост идет, да? Да, конечно. А поставщики, дилер, вот он чем мотивирует этот рост цен? Он говорит, что производители добавили цену. Добавил цену производитель или все-таки торговая точка, узнаем по квитанциям закупок. Сравнительный период – 2 недели. Смотрим на примере сахара. В феврале 28-го 565 и на 12 марта сахар 10 килограмм уже 790. На 225 рублей он дороже. Да, 10 килограмм. Да, это серьезно уже. То есть здесь идет интенсивный рост сахара. А сахар у нас откуда? С Краснодара, да? Да. Сахар – один из лидеров по росту цен в списке продуктов первой необходимости. 2 недели назад мешок в 10 килограмм стоил 565 рублей. Сейчас 790. Разница 225 рублей или 40%. 10 килограмм муки были по 379, нынче 365. И здесь снижение на 14 рублей, а это около 3,5%. Литр подсолнечного масла стоил 106, сейчас 120. Прибавили 14, что составляет 13%. 5 килограмм макарон были по 189, ныне по 230. Подорожание на 41 рубль, 22%. Больше всех прибавил чай. 100 грамм стоило 72, сейчас подскочило до 114. Рост на 42 рубля или же 58%. Самым стабильным из продуктов остается мясо. Оно стоит столько же, в среднем 400 рублей. Нужно отметить, что в таблице говорится о закупочных ценах конкретной точки. И нужно учитывать, что к озвученным цифрам будет прибавка и от продавца, как правило, до 10%. 60 рублей оқту квартала. Из квартала хаяққа осенью складе, а вот это часом открыты что мчизи. Ведь аллах хош дашда хаште 37 рублей базат yok жлатс. Ведь 60 да. Ведь арар хамалажу ажбар корбар қадар хайважу камаз цартик семне ведь меори саяти. Царастаяни ёл хайва. Ведь цуузе циги айваш аптовы самяхжды, ну yok жлатты чу 20-30. Не, мы там между ними... Базят азются. Базы зоклилдар пандемии долчхан именно ебек баз диклацат махжлор датохо. Ханс данный момент ухчерёжу жал малай атяз белат мах 70 рублей бы, касси шур ица да 82 рубля бы. Они из разницы худстра. Вот скутяхар продаться с телевизор, шин проблем есть. Вообще, схауху шей покупатель, шон ахчачку рожусак, шон бейт лосак. Саглорвит. Сусага тулгуачу хамди. Цу dia азм 80 рублей доллар, и отдачу до хамди цолтахтыш бумах, атяз бятал чиндези, ер ицги, цуцизи, кезгдаря ер. Далее проверяющие смотрят овощевую и фруктовую базы. Здесь также стабильный рост. И снова продавцы сетуют на наценку от поставщиков. Через неделю у нас проверки школи. 5% сигарчин совершенно разница ли? Сум хаджа бо. Сигар айвали, проблемы. Что никакой разницы. Да, это бахуш. Во всем многообразии фруктов и овощей на этой точке Ингушского только клубника. И на нее цены не поднимались. Хотя в данный момент приходится верить словам продавцов. Ни на одном из ящиков нет ценников, что также грубое нарушение, за которое полагается штраф. Дано поручение ФАСу по производителям проверить, в какие цены они на сегодняшний день отпускают. То есть они связываются с темничным ФАСом по Краснодару, Ставрополь. И мы уже тогда увидим результаты, от кого идет надбавочные цены. Это от дилера или от самого производителя. Ну а после того, как будет понятно, кто не гнушается надбавкой, уже будут приниматься меры. Либо помогающие предпринимателям для стимулирования, если цены подняли не они, а если наоборот, наказывающие. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.